Всем доброго времени суток, господа рыболовы, охотники, походники, грибники, ягодники и так далее. Вас приветствует Андрей Новиков или Дрюня 11 Рус. Всем хорошего настроения, ребят. Возвращаюсь с рыбалочки. Замерз, ностальгия, но по тайге 4 километра топать. Есть немного грибов у нас в республике Коми. Был выход небольшой, но он прекратился резко, так как сегодня ночью было 0 градусов. Соответственно, ничего не будет расти, надо тепла. А тепла у нас как не было, так и не будет, походу. Ну, как сентябрь обещают хороший. Будем надеяться, что все это поправится и грибов мы еще пособираем. Ну, так что, ребят, повторюсь. Сейчас поброжу, похожу. Напрямки не пойду, а похожу по своим окраинам, которые за куточки я знаю. Может, что и подсоберем. Штук десяток вполне будет достаточно. Доберусь до поселка к родителям. Копанем картохи свежей, прям с огорода. И на костре пожарим, ребят, картохи с грибами. Так что все, погнали. Около 7 утра, наверное, я вот выхожу с рыбалочки. Замерзший, но с хорошими впечатлениями в любом случае. Так что, ребят, погнали. Посмотрим грибочки. Тихую охоту объявляю открытой. Ну, зашел в бор, ребят. Здесь такой красивый березняк. Ну, открытый. Береза, ель, редкая такая. Здесь вот конкретно растет красноголовик. Ну, просто в народе называют подосиновик. Ну, здесь хотя ни одной осины нету. Просто, наверное, то, что он растет под осиной, да? Ну вот, ребят, первый подосиновик или красноголовик, будем так его называть. Но он слишком большой, здоровый. Я его, наверное, не донесу. Хотя, допустим, Ваня Приходько наоборот говорит, то, что большой кусок мяса. Я люблю, ребят, среднего размера, такого второго сорта, так скажем. Не знаю. У меня, во-первых, пакет. Во-вторых, вот такой, ребят. Ну, в принципе, он плотный. Давайте его проверим. Сегодня со мной финка НКВД от компании Барк. Тестировал ее на рыбалке. Ну, для охоты не пойдет, а вот для стола подрезать что-нибудь можно. Грибочки, ребят, я срываю с корнем. Выкручиваю против часовой стрелки. Так что в плане вреда грибницы, ребят, ну никакого я реально не наношу. Многие вот путают все, и вот бабушка научила вот его в детстве реально то, что Ваня или там Петя надо срезать под корень, грибница должна оставаться. Ребят, грибница, она просто вот здесь, она может вот идти туда, ее просто триллионы, она такая тоненькая нить. Гриб это на самом деле даже не растение, а микроб. И биологи утверждают, что ты вырываешь, что ты срезаешь, что ну, ты ничем не вредишь. Гриб позаботил сам за себя. Сколько лет собираю, все нормально, так что просто был видосик у меня там один, там 500 000 набрал, там столько лаяли меня, хаяли. Не знаю, ребят, если кому интересно, загуглите, вот как правильно собирать грибы, что пишут ученые вообще на самом деле, как правильно собирать. Так что, ребят, это все бред, Просто для вас в детстве донесли, бабушка для вас авторитет, и вы с тех времен учите своих детей, сами так собирали, и все. В плане открутил, все нормально. Так что, ребят, надо относиться к этому как-то нормально. Иной раз просто человек, не узнавший самой сути, допустим, он стоит, ребят, красавец какой, начинает просто оскорблять, вот, допустим, того же меня. Ну, это неправильно, ребятушки, нельзя так делать. Стоит такой уже, ну, тоже крепенький, видно, что крепенький, хорошенький.
подосиновичек. О, какой. Ребят, смотрите. Красавелочка. Срежем его сейчас под корень, посмотрим. Ну, чистый, чистый, ребят. Ну, такие морозы, конечно, какие будут черви, наверное. Сразу люблю чистить, ребят, гриб красиво. Это преимущество моей мамы. Домой приносишь, просто грибы чистенькие, можно сразу нарезать. Все. Фиточки могу оценочку сделать, но я вот с ней что сделал, я вот сделаю другую заточку ей конкретно. А так вот, допустим, шкуродер какой-то вот, можно еще использовать его. Вот какой-то он протыкающий такой, но не как вот там, допустим, разделать там, не знаю, зайца там, ну, это не пойдет. Наконец-то осень, ребят, моя любимая пора, просто что ни на есть. Я люблю лето, потому что тепло, ну, я теплолюбивый человек. Ну и к холоду я отношусь нейтрально. Закаляюсь, купаемся в купелях, так что нормально. Ну, лето это лето, а на севере бывает лета нету, как в этом году. Осень, ребят, самая красивая пора. Стоят, братцы, стоят. Опа! О, какие длинноногие, ребят, в мху здесь. Смотрите. Вот такой уже большеватый, я его оставлю, белочки. Вот так. Я не знаю, почему белочки, многие тоже задавали вопросы. Андрюха, что за белочки? Ну, это, ребят, животным просто, птичкам, бородукам. Просто завтра, послезавтра он, возможно, упадет, начнет гнить. А здесь как бы он сохранится еще, может, неделю-две, и кто-нибудь да его съест. Это так, детские шалости. Папка мне таскал по лесу с таких времен. Так что постоянно он мне так говорил. И не знаю, я также привык и буду говорить так же. Не, красавчик, ребят. Так, ребят, сразу объяснюсь. Без ведра, без корзины. Особенно женщины любят эти моменты. Объясняюсь. Иду с рыбалки. Выхожу с тайги. Ночевал сегодня на рыбалочке. Первый выход за налимом. Соответственно, никакого ведра у меня нету. Вот, пакеты, само собой, есть в рюкзаке. Пакетов много. Так что аккуратненько. Не пинаем. Донесем. Все будет хорошо. Сегодня воскресенье. Странно, что не слышно голоса. Я думаю, местные должны прийти за грибами. Ну, хотя все многие знают, что грибов нету. Возможно, народ как бы и не прется. 1 сентября всех детишек с Днем Знаний. С началом учебного года. Чтоб учились на одни пятерки. Как я. Было дело. Ну, я так, конечно, шалю. В начальных классах учился нормально, а потом улица меня взяла. Точнее, не улица, сначала спорт забрал, а потом и улица забрала. Ну, классно, тихо, очень здорово, красота в лесу. Утро, сейчас, возможно, какую-нибудь капулушку подымем или репчину, потому что подхожу к ручью, там частенько они встречаются. И вот, ребят, набредаю на толстоногого, просто красавца парня. Ох, ребят, там такая нога, мама родная, смотрите. Во, ребят, такого надо, ребят, зафотать, 100%. Такого надо зафотать. Красавчик вообще. 11% у меня в зарядке, очень мало. Так, камеру поворачиваем. Опа.
Ребят, в описании оставляю ссылочки на соцсети в плане вот ВК, Инстаграма. И все, ребят, интересные фотографии с походов, с всяких путешествий, ребят, все там. Также переходите, смотрите, подписывайтесь. Буду рад знакомству. Ну, толстоногие, а вот поели его. Вот, до шляпки поели. Шляпка хорошая. Ну вот так, прогуляемся, посмотрим. Потом зайдем на беломошник. Ну, в плане белых грибов здесь они редко растут. А зайдем с вами на другое место. Там конкретно белый гриб, только белый. Вот мне нравится, почему вот это место, ну, моя точка. Почему моя? Потому что, ребят, здесь, знаю каждый уголок этого леса. И есть разнообразие. Пошел красноголовик, то бишь, да, подосиновик. Ну, давайте будем так уже определяться. Я сюда приезжаю. Пошел белый гриб. Идешь в другое место. То бишь, как в магазин. Рыбный отдел, мясной отдел. Очень здорово, очень классно. И вижу, ребятки, вижу, стоит красавец. Вот тоже название красноголовик. Хотелось мне с вами пообщаться по поводу вот этого красноголовик. То бишь красная. Чисто, ребят, смотрите. Вообще шикарен просто. Парень шикарен. Красноголовик. То бишь красная голова. Соответственно, вот в этом бару, ребят, есть красная голова. То бишь, ну, она же не красная, а такого цвета. Такого малинового. Ну, соответственно, и различий этих грибов очень много. Вот какие-то оранжевые головы. Есть красноголовые, которые даже белые, ну, они полностью белые. Эти очень... Здесь, кстати, они растут. Эти хотелось бы найти вам, показать. Посмотрим, может, найдем что-нибудь, надыбаем. Вот, ребят, видите, вот прошел вот так, получается. Если пошел бы прямо, я бы его не заметил. Собирание грибов такая движуха интересная, то что, ну, спешить никуда не надо. Можно идти за 3 людьми сзади и собирать нормальные грибы. Просто я знаю, как бы, таких людей в своей компании. Носится как лоси. Он вроде бегает, он пробежал очень много, устал уже, ноги забил, а грибов не нашел. Соответственно, вот так. Если бы сейчас пошел прямо, вот этого бы не заметил, красавца. А я вот крутанулся, повернул назад, и бац, он стоит. Ну, разные грибы собираются по-разному. Допустим, вот грузди, кто знает гриб груздь, то с ними вообще надо чуть ли не ползать, потому что они по-другому собираются вообще. Совсем по-другому их ищут. И искать надо, кружить, так, петлять, как бы, я не знаю. Потому что они, во-первых, под листвой, ну, раз их не видно. А во-вторых, где маленький стоит, допустим, большой, рядом много маленьких, надо вот их искать в этом пятаке, а не идти дальше. Здесь можно увидеть его сдалека, вот, допустим, красноголовика. С грузем так не прокатит, надо прям наткнуться на него. Такое морозное утро, классное, здорово. Поднялся на возвышенность, стоит. Вчера, кстати, когда, ребят, заходил на рыбалку, там рядышком нашел 3 штучек, пожарил, поел тоже. Выходили две женщины. В пакете несли какие-то сыроежки, там пару красноголовиков. Грибов, говорит, нету. Ну, я уже вот немножко прошел, но у меня уже жареха конкретная есть. Не знаю, как люди ходят, собирают. И я вот почему веду к этому. То, что пока я сам не убежусь, то
Для меня это будет все равно загадкой какой-то. Прошу прощения, то, что снимаю экшен, как бы лица своего не показываю. Ну, руки заняты, во-первых. Я думаю, как бы ничего страшного, вы меня простите за это. Так же и с рыбалкой, ребят. Пока я не убежусь, что вода большая, рыба не клюет, там что-то еще, не будет мне покоя никак. Соответственно, эта болезнь, она неизлечима. Сходил на рыбалку, замерз, промерз, промок, заболел, не поймал. Идешь недовольный, уставший и думаешь, все, не пойду никуда. Проходит 2-3 дня, все, у тебя ностальгия, у тебя уже есть какое-то желание, ты уже за 2-3 дня что-то другое придумал, какую-то другую рыбалку. А если с той рыбалкой не важно, значит поедем на спиннинг. Если на спиннинг не важно, значит поедем на удочку и так далее. Это болезнь, ребятки, которая неизлечима. Но многие это не понимают, особенно женский пол. Ну, типа, гонят. Особенно, когда компании, мужики собираются в той же охоте. Они ждут этого просто момента, ждут, аж болеют. Их аж потряхивает. Ну, соответственно, у мужиков там алкоголь, но это надо, мужику надо. Соответственно, мужики разные. Кто-то по тайге бродит, кто-то в офисе сидит, по клавиатуре долбит, кто-то со стола долбит. Как-то так. Это надо любить. Это нельзя, вот, допустим, тебе 25 лет, 30 лет, я тебя повел на рыбалку. Даже мы поймали хорошо. Тебе понравилось, но ты не сможешь ее полюбить, не сможешь. Это с детства, ребята, это все с детства. Большинство деревенских, поселковых, кто вырос на реке, они до сих пор ходят, выезжают на рыбалки, даже живут уже в городах, в мегаполисах, в Москве, там какой-то фирмой, бизнесмены. Все равно они не могут, это их хобби. Стоит какой-то, ребят, такой интересный кривой грибочок, паучок. Тут два, ребят, срослись, представляете? Прикольная ситуация. Ух ты, даже 3, ребят, смотрите. Трехногий такой гибрид. Нормально. Что это у нас? Беленький, что ли, стоит? Нет, это поганка, ребят. Прошу прощения. Здесь просто в вот этом районе, как я помню, часто росли белые боровики. Может, что найдем? Сейчас посмотрим. Недалеко, прям недалеко, только нож положил в ножны. Стоит. Ох, ребят, шикарен просто. Парняга. Ох, какой, смотрите. Просто парень рубаха. Чистый просто. Что ни на есть, просто вообще идеально. Да, сегодня сделаем жаркое. С мамкой какой-нибудь. Затопим баньку, так как я приехал к родителям. Где-то у меня доча там, принцесска моя, с бабушкой ночует. Папка у него в тайге лазит, бродит. Да, было бы, конечно, вариант с дочей прийти за грибочками. Ну, что-то не получается все у нас вырваться никак. То работа, то еще что-то, то непогода, то и говорят, грибов нету. Ну, будет изобилие грибов, сходим обязательно. Я думаю, грибы еще выйдут неплохо. Пользуясь моментом, ребят, хочу передать привет в Казахстан Галине Лукащук. Галина, привет, моя хорошая.
Я так ее называю, она называет меня сыночком. Мне очень приятно, такие комментарии просто бомбовские пишет. Меня просто за душу берет. После таких комментариев, ребят, вот охота вот делать вот эти вещи, снимать, понимаете, потому что, ну, это будоражит, конкретно будоражит, реально, просто, я не знаю. Постоянно она мне пишет такие комментарии. Тебе огромный привет, точнее вам, извини, то, что на ты, я знаю, что ты не молодая, но я просто прямой человек, как бы, ну, я не люблю там тудым-сюдым, ну, большое уважение вам, конечно. Так что вам огромный привет с меня, с Коми, с Бора, с Грибов. А будьте здоровы, всей семье привет огромный. Мне очень приятно. Ребята, и, кстати, вот ваша поддержка очень реально провоцирует. Когда вы ставите лайки, дизлайки, пишите комментарии, какие-то даете советы, это, ребят, очень полезно блогеру. Ну, не полезно, а приятно. Так что не ленитесь, ребят. Не трудно же нажать там, вот, поставить лайк. Как бы просто, допустим, даже если вы не написали комментарий. Или наоборот. Даже если просто напишите плюсики поставите, это уже будет приятно, понимаете. А сейчас тем более шкала всяких смайликов есть, так что просто улыбочек наставили, и это здорово. Это будет приятно всем. Так что не ленитесь, как бы это реально очень провоцирует. Сяду я верхом на коня. Красавчик, да, ребятки, смотрите. Ты изи по полю. Ну, потихоньку наполняется, ребят, смотрите. Здорово вообще. Я думал, что вообще как бы печально все. А тут нет, есть малость, грибочков-то есть. Кстати, в этом районе, ребят, Илюха, братан, тебе огромный привет с меня. Говорил, то, что я сюда собирался. Андрюха говорит, будь аккуратнее, в этом районе, говорит, подстрелили медведя. И вроде не добрали. Кто не знает, что такое подранок, ребят, лучше не знать. Это просто машина убийства. Он очень огорчен, ему больно. Он злится на человека. И в любом случае он будет атаковать. Так что тут без вариантов. Просто выйти на здорового медведя. С ним можно еще договориться каким-то образом, если знаешь какие-то поведения, какие-то моменты, характеристики. А тут без вариантов. Также и на медведице с медвежатами. Медведица тупо просто будет защищать медвежонка. Хотя она не желала там вас трогать. Это идет защитная реакция. Это материнство и так далее и тому подобное. Так что вот, увидя медвежонка, ребят, не надо к нему подходить и гладить. Надо избегать такого маленького медвежонка. Потому что 100% где-то мама рядом. Они иной раз не ходят в упор. А медведица может 100 метров ходить. Так что, ребят, опасно это все дело. Ну, это весело, но опасно. Вот какие красавцы, ребятки. Ну, прелести просто, прелести. С красноголовниками, ребят, все в порядке. В принципе, прошел вообще, может, метров 200-250. Это от силы. Набрал уже вот так полпакета. Нормально.
средние красноголовички. Посмотрим, что с белыми у нас. Сейчас перейду ручей скоро. Ну там уже у нас боровые. Белый боровой. Ребят, не путайте луговые и боровые. Луговые они такие сероватые, а боровой конкретно коричневый, черный такой красавец. Это самый мой любимый гриб в плане сбора. Возможно, не особо вкусный, как бы, но многим не нравится. Я знаю, что многие, допустим, у меня знакомые любят вот красноголовиков, они, говорит, похрустывают, а эти как какие-то, говорит, слизняки. Нет, ну, рыночная цена белого и красноголовика в 5 разы, наверное, увеличивается. Белый гриб очень дорогой. Ресторанное блюдо жульен из белых грибов в Москве, я знаю, стоит бешеных бабок. Так что как-то вот так. Кто-то поселился, ребятки, смотрите, здесь норка. Точнее, не поселился, просто копал корни. Лиса, скорее всего, наверное. На пустыре здесь что-то искала, мышковала, может что-то еще делала. Ну да, с ягодами, конечно, у нас в этом году, как и в прошлом году, неинтересно вообще. Обычно с мамкой ходили, собирали. Сейчас вообще тишина. Проще купить, наверное, потому что ягод очень мало. Ходить там по 2, по 3 штуки собирать, ну это никак вообще. И наткнулся, ребят, я на очередной грибочек. Очередной красавчик. Вот такой. Красавец, да, ребят? Согласен. Шикарен. А рядом, ребят, смотрите, малыш стоит. Маленький. Но я его не буду трогать, пускай он растет. Кстати, ребят, гриб растет ночью. Строго ночью. Днем как будто бы он не растет. Может, я, конечно, путаю. Ну, я интересовался за грибы. Растет гриб ночью. В темень, когда темно. И за ночь он вырастает аж до 7 сантиметров. Хороший такой результат, да, ребят? 7 сантиметров за ночь. 2 ночи 14 сантиметров. То бишь полноценный гриб. То бишь вот этим грибам возможно около 2-3 дней. Значит, что можно думать и говорить? То, что гриб все равно растет, он выходит. Значит, всход идет потихоньку, помаленьку он идет. Не все так плохо, значит. Просто люди утверждают, что нет вообще грибов. Но я убедился напротив, потому что есть грибы, но немного, но есть. Бывали, конечно, моменты, то что стоят семьями. Самую большую семью я находил, ребят, 13 грибов. 13 красноголовиков на одном месте. Охренеть было дело. И все такие красавцы просто на подбор. Да, здорово вообще. 13 штук, полкорзины просто сразу с одного места. Четко вообще. Ну, это семья. А так много, по 5, по 6, по 7. Находил самый большой, я просто помню. Почему я запомнил? Потому что 13 это несчастливое число. За это я запомнил. Ну, вот я прошел по бору, ребят, по одной стороне вдоль тропинки. Как бы сильно не углублялся. Можно пройти по другой стороне. Другая сторона больше, потому что там поворот идет. Ну, в принципе, с красноголовиком все нормально. Я уже на жареху набрал, но охота посмотреть белых еще. Времени не буду терять. Быстро перехожу ручей и иду на бор. Погнали. А вот и рябчина. Ну, я говорю, вот ручей, здесь рябчики постоянно. Свистит, зовет. Самку зовет. Самец там вроде, самец. Ну да, самец был. Брусничка, ребятки, смотрите. Возле дороги.
Красавец стоит. Все уже сыпется, уже собирать можно спокойно. Витаминчики, ребят. Классно вообще. Немного, но попадается. Кисленько. Что, родные, добрался вот до другого бора. Ну, переход небольшой, может, буквально метров 700. Я уже на другой точке получаю. Вот здесь конкретно боровой белый гриб. Не знаю, посмотрим сейчас, походим. Что да как. Но признаки уже вижу. Вот здоровенный стоял, разложился, упал, сгнил. Значит, был выход белого гриба давным-давно. Вот полезно, ребят, возле такого гриба посмотреть рядом, потому что, как правило, должен где-то рядом стоять. Но если был выход, соответственно. Если выхода не было, то и не было. Так что прогуляемся. Время 8 час утра. Потерял я там около часа. Плюс переход. Короче, времечки нормально. Сегодня воскресенье. Слышу, народ приехал. Короче, здесь уже я не один. Что, ребят, можете меня поздравить. Я сам себя поздравляю. Вот он, ребят. Вот он, красавец. Боровой гриб. Вот он, ребятушки. Это вот видно свежий выход, сход. Красавцы. Смотрите, ребят, какие. Ё-моё. Чистейший просто. Просто идеально, ребят, смотрите. Малыш. Это вот ночной, за ночь. Это за ночь. Значит, что? Ну и тут погуляем, значит. Погуляем мы с вами сегодня. Ага, ребят, смотрите. Шикардосик просто. Вообще. А нет, не шикардосик, ребят. Такой под уставом. В плане он чистый, но он такой мягкий. Я не буду его брать. Мы, как обычно, кормим животных, ребят. Пускай белочка покушает. Тут такой беломошник красивый, но есть такие пятна черничника. И вот в таких пятнах тоже вот стоят. Один из них, получается, попался. Ну, чистый, но есть грибы, ребят, которые достойные. Не будем жадничать. Найдем другой. Ну, в плане с белыми не так уж интересно, как с красноголовиками, но ходим, ищем. Какая крупная. Кислая. Вяжет все. Ребят, поменять место дислокации. Здесь такие дороги, переселки, перелески. Тут вот белый гриб резал, видно. Червивого нашел. Короче, ребят, меняем место дислокации. Там что-то мне не интересно. Ну, вот так уже, чтобы закрепить сегодняшний денек. Ноги, конечно, еле передвигаю, волочу, во-первых, в броднях, во-вторых, после ночевой находился, набегался, устал. Ну, закрепим сегодняшний денек. Пройдем еще по одной, так скажем, карте, посмотрим. Может, что тут и надыбаем. Красивый беломошник, смотрите, очень красивый. Но с белыми, ребят, не та ситуация. Вот видите, почему-то красноголовики есть, а белых нету. Вот есть какая-то
какой-то момент, правильно? Допустим, если грибы пошли, они пошли все, попадаются. А тут, там вроде все хорошо, а здесь совсем никак. 2 штучек я нашел, одного забрал и одного подвесил. Нету, да, беленьких. Сразу видно, можно не ходить, не петлять, потому что мне еще выходить, ребятушки. Только до дороги еще сколько. А там еще и по дороге придется топать. Так как меня сюда забросили. Не знаю, попробую, конечно, отзвониться. А если нет, то еще по асфальту километров 5, наверное, махануть придется до дома, до поселочка родного. Вот эту прогулочку я сегодня выдал себе нормальную такую. Дорога на выход. И иду, и меня смущает эта картина, конечно. В принципе, здесь мне около километра до трассы. Сделаю доброе дело. Соберу-ка я, ребят, бутылки вот эти возле дороги, которые потому что, ну, это вообще уже, ну, зачем, бля, это уже не то, бля. Как-нибудь потихоньку, но соберу. Это мой лес, ребят, моя родина. Ну, чтоб вот так уже. Перебор, блин. Я даже нисколько не сомневаюсь, психика человека, допустим, если какой-то местный здесь житель привезет какого-нибудь городского, и они будут заезжать, получается, по дороге в лес за грибами, то какое впечатление у человека состоит, когда едет и видит по дороге бутылки валяющиеся. Ребят, всех я просто принуждаю, просто, ну не надо делать. Ну зачем? Полную уже несем сюда, правильно? Вот, допустим, где вот у меня сигареты пачка. Я вот выкурил, вот одна осталась еще. Я никогда ее не выкину. Если костер сожгу. Так бы грибы росли, блин. Намного лучше бы было. Ну вот, ребят, дошел до дороги. Вот здесь конкретно свалка мусора запрещена. Поставлю вот здесь, перед этой стелой. Собрал вот пакет. Это буквально возле дороги. Не углублялся никуда, ничего. Пускай здесь. Родные, буду прощаться. Кстати, небольшое обращение. Кто, ребят, смотрит с Первомайска, с Вотчи, с Куниба, с Межадера, мало ли будет идти здесь проездом или за грибами, или на рыбалку. Ребята, если посмотрите это видео, не забудьте за вот этот пакет, ладно? Свалка мусора запрещена, вот черный пакет заберите. Дрюня сделал свое дело, а вам только стоит отвезти. Но если, не дай бог, поедете туда за грибами, ребят, ну, сделайте пару пакетов, от вас не убудет, и будет приятно и вам, и мне. С вами буду прощаться, такая тихая охота, родные. Ну, собрал, нормально собрал пакетик.
С белыми не важно, но красноголовички есть. Впереди путь дорожка фронтовая до реки и до поселка. Так что всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Счастья, любви. Ну, как обычно, Дрюня на связи. Будем не прощаться, а будем говорить до скорой встречи на связи.